Он назывался Диоскурия, и начинался город с набережной, которую мы потом посмотрим. Недавно в ней была в 2015 году Алиса Гицпа с Геликон оперы поставили здесь кофейную кантату Баха. Когда в результате русско-турецкой войны многие абхазы покинули свою родину, мое воспоминание о Сухуме начинается с детства именно с этого места, потому что за ней находится гора Трапеция. Сухумская гора и гора Трапеция – это две высотки города, на которых начинался формироваться старый Сухум. Город Сухум вообще один из древнейших городов, античных городов. История его насчитывает более 2500 лет. Он назывался Диоскурия, и начинался город с набережной, которую мы потом посмотрим. Потом в разные времена город переименовался разные названия. Он то был Диоскурия, Себастополь, Сухум-Кале, Схум. Потом в 30-е годы он стал называться Сухуми. Вот эта буква «И», которая нам мешала, возможно, в ней было столько много противоречий и привела к войне. И теперь город опять называется Сухум. А древнее абхазское его название – Аква. Мы находимся в центре города, и это именно центр города, где находится главная улица Леона. Раньше она называлась улица Ленина. И многие туристы так и не понимают, что мы ее переименовали, потому что Леон и Ленин очень созвучно. Вообще город планируется всегда так, что все дороги ведут к храму, а у нас все дороги ведут к набережной. И мы стоим перед зданием администрации. Это центр города. Это здание было построено в 2014 году, дом Стефаниди назывался. Потом в 30-е годы здесь размещалась администрация города, собственно, и сегодня. Он немножко видоизменился, потому что ту башню, которую мы видим, это в 60-е годы, конец 50-х, 60-х годах, город Сухум получил как самый чистый город в Советском Союзе. Это тоже очень важно, чтобы люди об этом знали. Конечно, нам надо стремиться именно к этому. Недавно часы восстановили, отремонтировали, потому что они прослужили достаточно долгое время. И несмотря на то, что новый каркас был сделан, но сам механизм остался тот, который был. Он уже является брендовым
зданиям, потому что это центр города, отсюда разветвляются улицы, расползаясь по древнему историческому городу. Беслецкая ГЭС – это удивительная архитектура Абхазии, которая находится в 8 километрах от Сухума. Эта ГЭС – самая старая электростанция Абхазии, а построил ее на свои деньги российский меценат и предприниматель Смитской Николай Николаевич. На строительство ушло 4 года, и в 1909 году ГЭС уже обеспечивала электроэнергией центральную часть Сухума и часть городских перекрестков. В советское время ГЭС обеспечивала электричеством и окрестные села. Когда-то ее обслуживало более 20 сотрудников, но на сегодняшний день водосброс постоянно открыт, а водохранилища как такового нет. Зато рядом с зданием ГЭС построили отель с парковкой и рестораном, но вход на территорию станции для всех желающих по-прежнему свободный. Совсем рядом с электростанцией расположилась другая достопримечательность – Беслецкий мост, или как его еще называют, мост царицы Тамары. Построен он был в XI веке в форме арки через реку Басла или Беслетка. Это единственный объект в Абхазии подобного типа, сохранившийся до настоящего времени почти неизменном виде, и является одной из самых популярных достопримечательностей Абхазии для фотосессий. Архитектурный облик города Сухума начал формироваться с середины XIX века, когда в результате русско-турецкой войны многие абхазы покинули свою родину, и здесь было очень много переселенцев. Это особая история, и я не хочу на ней углубляться, но то, что мы видим сегодня, фундамент его закладывался вот в конце XIX века. Хотя город Сухум насчитывает очень много времени, к сожалению, у нас не сохранились античные строения по всему городу. И именно главная улица Леона начинается с этой станции ГУМа. Раньше отсюда мы ездили на электричках, и сухумчане любили именно здесь выходить, а не на вокзале или в Келасуре, потому что отсюда сразу они попадали в город. Мое воспоминание о Сухуме начинается с детства именно с этого места, потому что за ней находится гора Трапеция. Сухумская гора и гора Трапеция – это две высотки города, на которых начинался формироваться вот старый Сухум. И мы жили на горе Трапеции возле обезьяньего питомника, в которой были тоже очень много исторических зданий, Остроумов там построил, и сегодня работает больница. И я помню, как мы спускались через обезьяний питомник, проходили здесь, шли по улице Ленина, тогда назывался, мимо ботанического сада, к Абхазскому театру, в котором работал мой отец и моя сестра. И вот я проходил мимо этого ботанического сада, который был заложен в 1840 году Николаем Раевским. Это был сын известного героя России, там, войны 12 года. До этого это был частный садик, но именно 40-е годы, это дата, когда можно сказать, что начал формироваться
этот сад. Ботанический сад уникальный, он очень привлекательный для людей. Сюда приходит очень много людей. И здесь есть липа 300-летняя. Кстати, последние годы именно под этой липой проводятся чтения пушкинские. Почему под этой липой? Потому что эта липа была, когда еще город не развился вот в такую сторону. Она, по всей видимости, помнит о том, что здесь происходило, какие были драмы, какая была история. И сегодня она является как-то таким объектом культуры, объектом природы, находится в ботаническом саду. Ботанический сад пострадал во время войны, очень много снарядов попало сюда, но постепенно он начинает обретать свою былую красоту. Здесь находится академический институт, это один из памятников культурного наследия. Почти через 100 лет после основания ботанического сада вход в ботанический сад увенчался вот такой колоннадой, построенной в стиле сталинского неоклассицизма. В принципе, он очень хорошо вписывается в эту улицу, потому что вся эта улица состоит во многом из объектов культурного наследия, многие из которых построены в стиле сталинского ампира или неоклассицизма. И именно на этой улице находится огромное количество архитектурных памятников, таких жемчужин города. Здесь мы видим и здание музея чуть дальше, которое было построено в конце 19 века, и сегодняшнюю Сухумскую первую школу, бывшую женскую гимназию, собственно, построен в начале 20 века, на рубеже конца 19-го, начале 20 века. И вот эта улица нас ведет прямо к набережной. Вот здесь вот практически завершается улица Леона, бывшая улица Ленина, а начиналась она как улица Кулебякинская когда-то называлась, выходит на набережную, которая является символом города. И мы находимся перед Русским театром.
Я помню, в детстве здесь был великолепный кинотеатр «Апсны», построен в стиле арт-нуво. И здесь потом в 40-е, 50-е годы в этом театре работали русский, армянский, греческий театр. Потом появился абхазский театр, там уже абхазская труппа работала. Сегодня это новое здание построено на месте очень уникального объекта. Жалко, что его еще в советские времена снесли и решили построить вот такой театр. Находится русский театр. И сегодня он является одним из таких излюбленных мест горожан, потому что здесь периодически что-то происходит, люди приходят на спектакли, смотрят. А перед нами гостиница «Сан-Ремо». Здание было построено в начале 20 века, в 14 году. Напротив него гостиница «Ориенталь», которая более ранняя постройка. Кстати, я мог бы родиться в этом доме, потому что мой отец жил здесь. И вот эти последний третий этаж, вот окна. Но когда я должен был родиться, выяснилось, что места очень не хватает, мы уехали. В советские времена здесь был дом пионеров, и мы периодически сюда заходили. Потом тут был русский театр, который перевели в соседний. Сейчас здесь гостиница. Здание было практически уничтожено во время Абхазо-грузинской войны. Сюда попадали снаряды, он горел так же, как и горел Кварчал, бывший Ориенталь. Но они были все восстановлены. Привет! Они были все восстановлены сразу после войны и вот в таком виде. Очень многие объекты культурного наследия восстановлены благодаря тому, что они хорошо изучены и описаны. И вот это знаменитая набережная. И здесь находится Брехаловка. И мы сейчас пойдем туда пить кофе. Если улица Ленина является главной артерией города, то место, на котором мы сейчас находимся, которое в народе называют Брехаловка, это, можно сказать, такое сердце города, где формируются различные точки зрения, где любят поговорить о политике, о культуре, об искусстве. Кстати, очень многие журналисты, многие политики, приезжающие в Абхазию, чтобы быстрее понять, что такое город Сухум и Абхазия, приходят именно сюда и начинают разговаривать с теми, кто играет нарды, шашки. Хотя раньше он назывался не Брехаловкой, а вот сухумские кофейни имели свои названия. Они до сих пор сохранились. У Оника, у Акопа, Брехаловка. Та Брехаловка старая находилась за гостиницей Абхазии. И там собиралась определенная публика, которая обсуждали все, от политики до коммерции и так далее. А здесь было кафе у Акопа. Сюда любили в 6 утра приходить сухумчане, выпить чашечку кофе. Вообще аромат, город Сухум, он соткан из аромата сухумских кофеин, приперченных вот запахом моря, запахом жгучего кофе, душистого. И именно в этом городе варили кофе вот в джузвеях, и это было очень специфически. Многие, которые сюда приезжают, говорят, что такого кофе нигде не пили. Его называли кофе по-турецким, хотя на самом деле это не совсем так, потому что в конце 19-го, начале 20 века, когда сюда переселяться стали греки, они принесли вот эту культуру греческого кофе через Турцию сюда. Но сегодня, конечно, не во всех кофейнях варят в джузвеях и на горячем песке, но вот это сохранившаяся кофейня у Брехаловки, где до сих пор еще вот варят кофе таким образом. Если вы хотите сверить свои часы с пульсом, бьющим в городе Сухум, вам надо прийти в Брехаловку и несколько часов провести здесь в беседах, в неспешной беседе с завсегдатами. Вообще архитектурный облик города Сухума начал в том виде, в каком мы видим, начал формироваться в конце 19 века. Он практически... Это многие архитекторы, многие вот люди, которые сюда приехали, в основном из России, начали развивать город. Здесь очень много домов в стиле модерна, эклектики. Тут очень уникальный город. Несколько лет назад сюда приезжал Александр Сакуров, известный режиссер. И когда мы его водили по городу, он сказал: вы знаете, я объехал очень много городов, очень много стран, но
то, как вы сумели сохранить в Сухуме вот это его личность, индивидуальность, очарование, это просто потрясающе. Я был удивлен, потому что, на мой взгляд, мы не сумели сохранить, мы его, на мой взгляд, разрушаем, неправильно реставрируем, неправильно восстанавливаем, но, по всей видимости, Сокуров был прав, этот взгляд был со стороны. И для нас сегодня задача сохранить вот это архитектурное своеобразие города, но при этом как бы не препятствовать тому, чтобы он развивался. Нам необходимы современные здания в различных стилях. Очень важно сохранить вот это единство старого и нового. Очень важно сохранить это в городе Сухум, потому что без этого мы потеряем свое очарование, то, которым был вот использование архитектуры ландшафтно как единый комплекс. В начале 20 века город Сухум был не такой большой, но здесь было 3 театра. Один из них, летний театр, был в Александровском саде напротив администрации города. Другой мы видели на месте Русского театра. А вот здесь располагался театр Алоизи. Конечно, это не то здание, которое строил Алоизи в начале 20 века, потому что в конце 40-х годов оно сгорело, и на его месте построили вот в стиле сталинского неоклассицизма другое здание. Но они использовали вот эти мавританские мотивы, которые вы видите на фасаде здания. И Абхазский театр практически является как бы сердцем Абхазии. Именно здесь в трудные, тяжелые годы для Абхазии, когда был запрещен абхазский язык, единственное место было, где абхазская речь звучала. Здесь были выдающиеся актеры, имена их, то есть известные народные артисты СССР, Абхазии. Это Лео Касландзе, это Шарах Пачали. Я очень люблю этот театр, он связан у меня с детством, потому что мой отец, Самсон Кобахи, был один из вот таких важных персон в этом театре. Он учился еще у Домогарова. Потом здесь играла моя одна сестра, вторая сестра. И я помню, как в детстве, когда мы жили на горе Трапеции, мы приходили в этот театр, я блуждал по его коридорам. Театр был реставрирован несколько, лет 8 назад, и он сегодня вот здесь располагается абхазская труппа. Вот здесь, кстати, располагалась в конце 19 века, когда здесь располагался русский гарнизон, была сделана тюрьма. Говорят, в ней сидел Орджоникидзе, но это не так важно. Важно то, что в ней сидел мой дед, который был там в свое время там посажен. Но в 20-х годах в связи с определенными событиями в Абхазии, с нашествием меньшевиков, их всех амнистировали. И когда в 90-м году Владислав Ардзинба тогда возглавлял правительство Абхазии,
предложил мне возглавить новый заповедник, и я стал тут работать, и когда мама пришла, она сказала: «Господи, вот здесь в тюрьме сидел твой дед, а ты теперь директор заповедника». Вот такая странная связь времен. Думая о Сухуме будущего, важно, чтобы этот город был комфортным, каким он был всегда для горожан. Я помню этот город, в котором жили люди разных национальностей, люди разного достатка, разных социальных уровней. Здесь было очень много академиков. Вообще в этом городе было очень много научно-исследовательских институтов, домов отдыха, куда съезжались артисты, писатели, певцы, поэты. Но я не помню, что в этом городе вот эта такая различная дифференциация людей с разным достатком, уровнем мешала общаться. И я хочу, чтобы в будущем городе он именно вот таким и остался.